касается Арсенала, то лондонцы, которые под руководством Унаи Эмери стартовали в чемпионате Англии. Арсенал, матч которого с большим интересом и нетерпением ожидали в Полтаве, перенесен в Киев. Также вместе со своими футболистами гимн Лиги Европы. Мы во второй лиге, в украинской зоне. Состав Арсенала. И действительно, здесь, видите, я уже анонсировал. Владислав Кулач, который является лучшим снайпером команды в этом сезоне. Ну, он привычный нападающий, который... Он, кстати, забил в ворота Спортинга в домашнем матче в Полтаве. Вот после этого стандарт состав Ворскла озвучен. Пока опасный момент. Разыгрывал Рябинок, а пробил Коломоец. Президент Ворсклы заявил, что не факт, что вообще этот матч будет сыгран. Рябинок под номером 82. Если так, то справа Вадим Сапай, 23 номер. И в атаке неясно было, где же все-таки эта игра состоится. Не во главе Севильи трижды подряд выигрывал Лигу Европы. И вот Василий Сачко, его то необходимо перенести матч. И ожидалось... Унаи Эмери по воротам Коломоец. Ну а Арсенал отвечает своей атакой из-за пределов штрафной. Его отношение к Лиге Европы достаточно серьезное. Ну и вот Арсенал это доказывает. Можно забивать и мяч отдать должное и до конца сражавшемуся Нкетия, который протащил этот мяч. Попал на ногу Смиту Роу. Нужно, безусловно, Карабаха. Давайте всю атаку посмотрим. Очень неплохо его партнеры комбинировали. Ну а видите, так бывает, что Смит Роу открывает счет на 10-й минуте. Арсенал выигрывает подачу в штрафную. Кулач был адресатом этого паса. Кулача. Кулач с мячом, он падает. Это правда. То, что двое его партнеров дело взялись молодые. Думаю, что дело чести, дело престижа для Ворсклы, которая играет основным составом. Все-таки реальную действительно причину переноса матча. Но выяснилось, что Арсенал еще месяц назад обращался в УЕФА. Но преимущество в классе Арсенала, где за полтавчан действительно очень активно болели. Вот если даже вспомнить матч против Спортинга, который так неудачно для Ворсклы заявил. Разумеется, косовский албанец Далку. Это вообще целая такая династия, потому что у мяча и рядом с ним Гендузи. Известно, у него не было шансов себя проявить. Постоянно играет Богдан Шуст, воспитанник. В общем, они в известной степени растворились бы в этой чаше стадиона. Поставил корпус. Здорово. Мейтланд Найлс рванул в официальных матчах Ворсклы в этом сезоне. Можно и пробить Рэмзи. Вот он. Удар, гол. Шус в первом тайме разминается он и его партнеры для того, чтобы не замерзнуть, потому что весьма прохладно в Киеве. Так вот, эта пауза, она была перед тем, как Рэмзи пробил, но она утеплился. Он ну и нужно это уже принять как данность футболистам Ворсклы. Мяч попал в сетку ворот. Это все-таки международный официальный клубный турнир. Но в Лиге Европы на своем поле от Шахтера, в чемпионате Украины и в гостях от Мариуполя. И в этих трех матчах Ворсклы продолжает атаковать. Еще один голевой момент. Мяч Унаи Эмери. Вот, кстати, Эктор Белерин ни матча не сыграл. Практически по итогам 35 минут это очень солидно, потому что уже почти тайм позади. И вот такое превосходство. Кажется, ближе Арсенал к тому, чтобы третий забить.
свободно, без, за исключением стартовых минут 5, работы почти нет, подавал Ребенок. Эль-Нени делает передачу сразу же в линию атаки. Удар, и мяч в сетку влетает от Мохаммеда Эль-Нени и поражает дальний матч в текущем розыгрыше этого Еврокубка и сразу же в стартовом составе. Уиллок получает Лиги Европы. В прошлом сезоне Уиллок провел целый ряд матчей в этом турнире за Арсенал Уиллока. И счет становится 3-0 в пользу Арсенала. Забивает против Арсенала. Может быть, сейчас Кулач накажет. Удар издали. Хотя вот в этом эпизоде Кулач вмешалась политика и пришлось переезжать в Киев, где вот пока Ворскла она в зеленой фендузе. Подача на ближний угол вратарской. Действовал в строгом соответствии с Метровым. Побежал в штрафную. Навес на ближний угол вратарской. И там даст в воротах под первым номером Николас Карека. Угловой. И опять его обкрадывают. Нкетия. А вот здесь, наверное, расстреливал ему уже. Арсенал, Унаи Эмери, трехкратный обладатель главного трофея Лиги Европы. Главная статистика. Как легко Там, правда, был офсайд у Раячева от Артура. Я полезная с точки зрения, в частности, психологии, привнесет в команду. Подача Гендузи. Мяч выбит недалеко. Ворскла в середине таблицы у себя в чемпионате. Ну а здесь, видите, возит Арсенал, возит, кому-то так или иначе. А вот то, что Ворскла в кризисе игровом и не закончена борьба, где еще играть и играть, практически всей командой в своей штрафной площади. Удар издали. Только догадываться, какие мысли сейчас бродят в его голове. Зек Медли — это парнишка 2000 года рождения, но вот Ребенок. И пробить. Ну и переместилось уже на 3-е место в турнирной таблице. Так что, но вот опыт при нем, техника при нем. Он отдал передачу Гендузи. Гендузи дали мяч и дальше. Да. Действовать бодро. Лихштайнер, передача. Нужно... Тут пострадал, и, видимо, нужно было как-то еще и дыхание восстановить, немножко поколдовать. Спасибо режиссеру. Вот с этой точки видно, что в карьере в Лиге Европы. И Закария Медли, который вышел на замену, защитник. Блеснул. Вот здесь полноценный голевой момент. Чех блеснул мастерством. Смитроу бьет в ближний угол. Которые у Арсенала во втором тайме выходят на замену. Для каждого из них этот матч нарушал правила. Нкетия в этом эпизоде. И с 4-м виртуальным голом Арсенала. И финишировать в первой шестерке, в верхней шестерке. Ворскла сейчас 4-й. Треквартистой называется. Атака Ворсклы. Удар Кареки. Рикошет. И выручает Петр Чех. Первый. Как о том же Смите Роу, о нем пресса пока не писала. Смотрите, как опять резво Арсенал выходит. Как первого тайма ушла, вероятно, на адаптацию, то вот во втором тайме именно Карека, лучший в составе Ворсклы, самое активное прямое противопоказание к назначению пенальти. То есть арбитры правы в массе своей. В основном вот двое здесь комбинировали. Но вот и Карека тоже подключился и поучаствовал в розыгрыше. Смитроу. Артур. В сложной ситуации оказался бразилец и все-таки исхитрился сделать передачу. Ну а вот здесь едва 4. Все-таки есть определенные оговорки, но вот для Казани единой ничьи. А ну-ка, Карека! Пас пяткой, удар по воротам, мяч защитника попадает. Ворскла создала, в первом тайме и того не было.
серию. И сегодня еще продлил на 1 матч. 3-0. Опасно. Уиллок. И герой второго тайма. И вот сейчас напоследок лишь что, мягко говоря, это не так. Главная цель все-таки по-другому формулируется. Это и сам тренер понимает. Эль-Нени. Подача. Мяч выбит недалеко.